Ты затронул очень хорошую историю, хорошую тему про соцсети. И это же не только Facebook, это YouTube, это Google. Вот. Потому что очень важно, что мнения из соцсетей, они же тоже перетекают в телевизор. Конечно, конечно. Это как бы не Надо понимать, что сосуды. соцсети давно стали средством массовой информации. И они намного более опасны в плане влияния, потому что если СМИ – это некая структура, у которой есть фильтр между ньюсмейкером и зрителем или читателем из редакции, то в соцсетях такого фильтра нету. И получается, что любой желающий может донести свою какую-то историю, правдивую, а чаще всего неправдивую, манипулятивную, к конечному потребителю. Поэтому мировой опыт подсказывает, что все идут по пути ужесточения контроля за соцсетями. Так делается в Германии, так делается в Штатах, в первую очередь путем создания неких региональных офисов Фейсбука в тех или иных странах для того, чтобы оперативно реагировать на какие-то жалобы. Да? Если у украинской части Фейсбука региональный офис находится в Москве, то о каком адекватном восприятии украинских жалоб можно говорить. Поэтому с нашей стороны было бы очень желательно, я не знаю, кто там этим занимается, скорее всего, что должно заниматься Мининформполитики, с нашей стороны в обязательном порядке должно быть предложение Фейсбуку, другим соцсетям, другим компаниям, интернет-компаниям, в обязательном порядке хотя бы на время выборов открывать региональные офисы. Я открою, может быть, небольшой секрет, не секрет, но просто я сегодня встречался с одним достаточно высоким украинским чиновником и услышал, что все-таки с Фейсбуком, наверное, будет настоятельная просьба к этой сети, абсолютно логичная и понятная, иметь офис все-таки в Киеве. Потому что сейчас, на самом деле, это мне даже в соцсетях писали, говорят, а что толку жаловаться, вот вас забанили, да? Там фамилию даже называли, сидит барышня в Москве, и ей по-своему все видится. Вот Роман сказал, что 94% в той или иной степени поддерживают действия своей страны, да? Как бы... По украинскому вопросу, ну вот и все, да? И давать на управление российскому менеджеру, любому, даже самому там кажущемуся распрекрасным, да, украинский сегмент, это на самом деле очень опасно. Как ты думаешь?